Оленина – это не просто диетический продукт, богатый белком, витаминами и минералами, но и настоящее сокровище северных регионов. Рекордная заготовка 200 тонн оленины в убойную кампанию, наряду с устойчивым ростом потребительского спроса на мясную продукцию, послужили стимулом для общества с ограниченной ответственностью Интинска к расширению своего ассортимента. Елена Лапина-Патрина, технолог мясного производства из города Кирова, оказала неоценимую поддержку специалистам Интинского сельхозпредприятия. В тесном сотрудничестве были созданы эксклюзивные рецептуры, обеспечивающие безопасность, высокое качество и конкурентоспособность мясной продукции. Мы сделали 3 вида тушеного мяса. Первое будет с гречневой крупой. Прям все тонкости говорить не буду, потому что это все равно технология такая некая секретная, ни к чему. Второй вид – это с перловой крупой и мясная тушенка. Отработали, сделали программу по варке в автоклаве, потому что там тоже надо время нагрева, время варки, остужения этого всего. Всем понравилось, чему я очень рада тоже была. Мы сегодня утром попробовали все 3 вида, всем все понравилось по вкусу, по соли, по кусочкам, по виду всему, все это подошло, хорошо. В настоящее время тушеное мясо пользуется огромной популярностью и высоко ценится благодаря своей высокой питательности, универсальности в использовании, превосходным вкусовым качествам, разнообразию видов и длительному сроку хранения. Я вообще считаю, что тушенка – это такой классный продукт, который, тем более в преддверии лета, там где-то охотникам, садоводам, это удобно. Это просто-напросто удобно, сытно, вкусно. Помощь любой хозяйки. Да. Это же картошку захотел потушить, не знаю, рожочки наши любимые с тушеночкой где-то сделать на скорую руку. Мы же все работаем, у нас не так много времени, поэтому я считаю вообще тушенку классным продуктом. За неделю плодотворной работы Елена Лапина-Патрина и специалисты ООО «Интинская» создали 12 уникальных мясных изделий. Мы сделали сырокопченые колбасы, 3 вида. Потом мы делали 2 вида полукопченых колбас, но они прямо с такими кусочками на рисуночке с ветчинными. Сделали варено-копченый продукт, рулет из оленя и внутри с клюковкой. Очень вкусно. Сосиски сделали со сливочным маслом, с сыром и сердце оленя еще на рисуночек сделали. Мы хорошо отработали, я вам скажу. Я на производстве много лет работала, поэтому мне легко влиться в процесс, в производственный, в какой-то. Мне есть что рассказать, мне есть что показать. Заместитель руководителя администрации муниципального округа Инта Ольга Барабаш посетила сельхозпредприятие для ознакомления с новой продукцией, производственной линией и технологией изготовления тушеного мяса. Производство тушенки – сложный многоэтапный процесс. Он включает подготовку сырья, стерилизацию тары, закладку сырья в банки, термическую обработку под давлением в автоклаве, последующее остывание и, наконец, маркировку продукции. Значительная часть этих операций выполняется с использованием специализированного оборудования. В прошлом году нам поставили консервную линию. В связи с тем, что наш технолог приехал, все равно это для нас продукт новый. Мы хотели, первая задача, это главное было отработать технологию консерв. То есть мы в этот раз с ней сделали консервы. Естественно, много нюансов надо еще отрабатывать. Надеюсь, в нашем магазине скоро появится новая линейка продукции. Благодаря государственной поддержке, внедрению новых технологий и энтузиазму специалистов, сельхозпредприятие Инты постоянно движется вперед. Надеемся, что наше предприятие будет развиваться. Нашему предприятию ООО «Интинская», которое находится под арктической зоной, уже в мае месяце будет 5 лет. Поэтому мы не останавливаемся на достигнутом. У нас в планах в этом году реконструкция цеха, в плане замена оборудования, которое нам очень нужно и необходимо. В результате, если все у нас получится, то мы будем очень рады, потому что оборудование очень много лет не менялось. Будем надеяться на лучшее.
За 5 лет мы выиграли несколько народных бюджетов. Нам поставили массажер, нам поставили новый вакуумный аппарат. Мы произвели реконструкцию полов в цехе. Также у нас была сделана замена водосетей, водяного этого самого воды, холодной, горячей. То есть, мы стараемся, стремимся к лучшему. Хорошо, что руководство к нам прислушивается, идет навстречу. На празднике Терекор у нас был Елдин Сергей Николаевич, наш министр. Он посмотрел, ему очень все понравилось. И еще очень большое направление мы хотим, конечно, развиваться и продавать в нашу республику, распространять нашу продукцию, чтобы она увеличивалась, объемы. Будем надеяться на это. Эффективность предприятия напрямую связана с вовлеченностью его сотрудников. Опытные профессионалы пищевой промышленности с исключительной скрупулезностью создают новую линейку изысканных мясных деликатесов, включая и тушенку. Рецептуру отрабатывается, потом все равно надо выдержать и сроки хранения, посмотреть, как себя ведет, потому что оборудование новое, мы не знакомы с ним. Плюс еще необходимо, эта тушенка подразумевает под себя честный знак, то есть нам необходимо тоже ввести его в наше производство. То есть, но надеемся, что все равно в ближайшее время мы все-таки... Баночки сколько грамм будет? В баночке 320-330 сейчас мы меряем, проверяем, отрабатываем технологию, как надеемся. Плюс еще у нас должна быть красивая этикетка. Этикетка у нас должна быть по Республике Коми единая. Планируется, Республика Коми будет разрабатывать этикетку, наш бренд по Республике Коми, чтобы выходить на Россию. Говорят, все, что приготовлено с любовью, обязательно будет вкусным. Возможно, именно в этом кроется секрет того самого неповторимого вкуса, которым славится продукция интинского сельхозпредприятия.